селе Кирсово стартовал пилотный проект, основанный на решении проблем физического и психологического насилия. В рамках глобальной программы, осуществляемой ПРООН, в Гагаузии будет создана система услуг для оказания необходимой помощи. Женщины 5 населенных пунктов Бишалма, Кангас, Светлый, Кирсово, Камрат смогут получить доступ к услугам психологов, специально подготовленных социальных работников и юрист-консультантов, а также получат помощь в поиске работы или открытию собственного бизнеса. Решением местного совета будет создана группа специалистов, которая будет работать как с жертвами насилия, так и с агрессорами. Примар Кирсова Сергей Сапунжи рассказал о целях проекта и о первых шагах его реализации. Открытие центра для жертв насилия. Планируется его открыть в Кирсово, но, естественно, в этот центр будут поступать и жертвы насилия из близлежащих сел и даже с города Камрат. Специалист ООН по вопросам гендерной политики Диего Антони рассказал, что для проведения такого рода глобального проекта в Молдове, в частности в Гагаузии, необходимо было заручиться поддержкой властей. Должно было быть уже что-то, то есть какая-то основа для предупреждения и борьбы с гендерным насилием. В частности, в Молдове была уже принята национальная стратегия по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин. Кроме того, еще одним критерием было то, чтобы программа развития ООН, были какие-то ведущиеся, уже существующие проекты, какая-то работа на местах. Необходимо было также, чтобы местные органы власти проявляли открытость, политическую волю и были готовы работать с местными партнерами. Как отметила представитель ПРООН в Молдове Валерия Ешану, их основной задачей является помочь в предотвращении феномена насилия в регионе. Мы здесь, чтобы помочь понять феномен гендерного насилия, понять, как лучше решить эти вопросы и, конечно, как создать тот психологический, социальный, экономический комфорт семьям, которые являются в ситуации риска. По мнению участников семинара, поддержка женщин очень важна, но для этого необходима предварительная подготовка. Нужно к этому подойти, подготовить психологически себя, что это есть, и можно обращаться, получать такую помощь, потому что женщины такие существа, которые очень много терпят. И им стыдно, некоторые скромничают, некоторые боятся, некоторые стыдятся. Но я думаю, что мы к этому придем. Так как на сегодня мы находимся на стыке изменения того взаимоотношений, как было в семье раньше, в связи с грандиозным техническим изменением быта, нужно изменять и внутренние отношения в семье, помогать родителям, мужчине и женщине строить свои отношения. Когда они поймут, как их строить, будет меньше насилия. И вот в части просвещения я бы уделила гораздо больше внимания, потому что легче предупредить, чем потом уже разбираться с насилием. Проект борьбы с насилием в отношении женщин в Республике Молдова будет осуществляться на протяжении 2 лет. Выделенный бюджет для реализации данного проекта составит около 400 тысяч долларов. Согласно исследованию Бюро статистики, в Молдове 7 из 10 женщин подвергаются хотя бы одной форме насилия со стороны партнеров. Каждая 5-я женщина испытала на себе сексуальное домогательство. Более половины всех женщин испытывают психологическое насилие.